Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители. Хочу ответить вам на несколько вопросов. Дорогие мои, ставьте лайк под наше видео, рекомендуйте наш канал своим друзьям, знакомым. Азизджон Исанов. Доброе время суток, уважаемый Саймурод Давлатов. Меня зовут Азиз. Я из Таджикистана. В данный момент я живу в Алмате. Занимаюсь тендерами, учусь пока на курсах. Как вы думаете, это прибыльное дело? Вы же тоже занимались тендерами. Дайте совет, пожалуйста. Спасибо большое заранее. Азизджон, дорогой, тендеры очень прибыльное дело, очень выгодный бизнес, но он временный бизнес, он не постоянный бизнес. В тендерах ты не научишься маркетингу, в тендерах ты не научишься именно, скажем, администрирование, организация рынка, создание потребностей. Вот эти вещи в тендерах ты не научишься. Но ты в тендерах зарабатываешь первоначальный свой капитал, если ты умеешь организовать и быстро реагировать, быстро обеспечить и так далее, и так далее. Вот, поэтому заниматься стоит это или нет, конечно, стоит. Конечно, этому надо научиться. Конечно, этому надо научиться и заниматься в обязательном порядке. Обеспечить, заниматься и выиграть в тендерах и так далее. А потом постепенно у тебя появится капитал, который ты будешь использовать в дальнейшем. Ассаламу алейкум, Саймон Давлатов. Я студент, мне 18 лет, учусь за границей. У меня к вам два вопроса. У моего отца есть свой бизнес, швейный цех, женской зимней одежды в Худжанде. Зимой бизнес идет очень хорошо, но ближе к осени продажи снижаются, а летом вообще ничего. Подскажите, пожалуйста, могу ли я помочь ему как-нибудь? Дайте какой-нибудь совет. То есть, отца есть швейный цех, где шьют женские зимние одежды. То есть, а почему летний не шьет, почему сезонный не шьет? То есть, получается, смотрите, 4 сезона, весенний, осенний, летний и зимний. Просто на зимний больше маржа, поэтому твой отец, значит, специализируется на зимний больше, чем на летний. Его задача иметь кадры, которые и то будет делать. То есть, если какой-то часть кадры, который хорошо умеет делать зимний, пусть хотя бы они осенний тоже делают. А те, которые весенний и летний, пусть будут дополнительные, хотя бы там либо дизайнера лежат, либо именно крольщика, который это все делает. Тогда у твоего отца хорошо пойдет все. Просто он, наверное, сопоставимо почитал, понял, что не стоит так много вкладывать усилий и затрат по деньгам за счет летней. Скажем, почему? Потому что, возможно, она маленькая маржа на летней одежде и так далее. Но чтобы сдержать свой бизнес, это на самом деле надо делать. Дальше. Можно ли студентам заниматься хотя бы маленьким бизнесом? Может быть, куда-нибудь вложить деньги? Спасибо вам большое. Дорогой, конечно, студентам обязательно надо заниматься бизнесом. Я всегда рекомендую. Я сам студентом был, и я работал параллельно и так далее. Параллельно делал бизнес. Я нигде не работал на зарплату. Я работал только первые полгода, когда грузчиком работал в контейнере, которые мне каждый день платили 100 рублей. Все, больше никогда не работал за всю годы своей жизни на зарплату. Поэтому только занимался бизнесом и рекомендую вам заниматься бизнесом. Рокфеллер говорит, что если вам деньги нужны, займитесь бизнесом. Если они очень нужны, тогда немедленно займитесь бизнесом. Чем быстрее возьметесь, чтобы заниматься бизнесом, тем лучше для вас самих и тем выгодно для вас. Добрый день, уважаемый Саймурод. Я уже полгода как периодически смотрю ваши видео. В одном из своих видео вы говорили, чтобы стать миллионером, нужно создать ценность для людей. Чем большому количеству людей создаете ценность, тем богаче ты становишься. Это действительно правда. Это так и есть. Тогда эта фраза меня очень сильно зацепила. И я все еще думаю, какую ценность я могу создать для людей. Я студентка, не работаю. Мечтаю выйти замуж за такого мудрого человека, как вы, но не знаю, встречу ли я его. А время летит, поэтому я думаю о той ценности, которую я бы могла сама создавать. Если врачи спасают жизни большому количеству людей, то почему они не зарабатывают как много, как продажники, которые впаривают ненужные товары? Дорогая, я понял ваш вопрос. Смотрите, не врачи зарабатывают, а клиника зарабатывает. Понимаете, да? Но очень важно, чтобы вы могли создавать удобнее, лучшие ценности. Почему люди покупают любой продукт или любой услуг? Почему? Исходит из двух вещей. Первое это что? Если это помогает им достигать их мечты,
Например, они хотят лучше дома жить, они хотят лучше машине ездить, они хотят лучше одежды, лучше, можно сказать, еду. Они хотят путешествовать, хотят, чтобы их жизнь была счастливая, веселая, удобная, ценность, лучше техника, красивый телевизор, красивый там и так далее. То есть она должна быть намного лучше, чем раньше. Это есть ценность. Лучший телефон, она же облегчает жизнь, правильно? Обувь, одежда и так далее, лучше. То есть сталкивается из мечта. То есть человек какой-то мечтает, а мы помогаем им эту мечту достигать. То есть почему люди покупают товар или услуг? Первое, это что? Если это помогает достигать их мечту. Второе, почему люди покупают? Только по одному случаю они покупают. Если это помогает решать их проблем. Например, машина сломалась, человек платит, чтобы его кто-то ремонтировал. Он хочет делать ремонт у себя дома, но он не знает, как это делать. Поэтому ищет того, кто это может делать. У него там компьютер загорел, у него зуб болеет, у него там, не знаю, здоровье, он хочет похудеть, у него там жена болеет и так далее. У него детей нету, он ищет врача, который консультировал бы, как это делать и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все есть проблема людей. А люди хотят платить за то, что помогает им решать их проблемы. Создавайте ценность. Что такое создавайте ценность? Это означает, что подумайте, какую проблему вы можете решить. Просто посмотрите вокруг себя, какую проблему вы можете решить, возьмите за это проблему. И постепенно у вас, иншаллах, все получится. И вы увидите, вы решите очень много проблем, во-первых. Во-вторых, вы реально будете на это и зарабатывать, и разбогатеть. Насчет того, что встретите ли вы мудрого человека или нет, я вам скажу так. Молитесь. Счастье дает Аллах. Счастье дает Аллах, поэтому молитесь. Вы встретите не то, что похоже на меня, вы лучше меня встретите, намного умного встретите. Просто надо молиться, что Аллах встретит меня с тем человеком, которого я могу ценить, который могут меня уважать и любить. Именно так, молитесь и просите того, кто вам нужен. А потом, когда вы соответствуете того уровня, Аллах вам даст этого человека. Следующий вопрос. Здравствуйте, уважаемый Саид Мурод. Сегодня чем выше креативность у работников, тем выше производительность и больше возможностей появляться новых идей для развития. Скажите, на ваш взгляд, какие факторы влияют на повышение креативности у персонала в команде и вообще в компании? Благодарю за ваши мудрые советы и ответы на вопросы, которые волнуют многих людей. Креативность одной из самых важнейших частей на сегодняшний день бизнеса стал. Почему креативность стал таким? Потому что бизнес начал быстро устаревать. То есть жизненный цикл бизнеса, если она была раньше 10 лет, потом стало это 7 лет, теперь уже в Западе это где-то 5 лет, потому что экономика более стабильная. А у нас, поскольку инфляция, экономика не очень стабильная, и у нас растущий рынок в данный момент, рынок еще не стабилизировалась, поэтому конкуренция только-только развивается, поэтому наш бизнес стал неустойчивым. То есть, что я имею в виду? Она устаревает каждые 2 года. Это означает, что конкуренты быстро копируют вас. Вы открываете магазин одежды, тут же вас копируют. Вы открываете услугу, тут же вас копируют и так далее. Каждые 2 года бизнес нуждается совершенствованием, обновлением, новые идеи, новые видениями, новые креативности. А что влияет на креативность команды? Это те ключевые кадры. Например, в Toyota 7-8 кадров, если 10 кадров, которые именно инженера, которые это делают и так далее, которые качество контролируют. Вы должны выделять те кадры, которые более креативны и более, можно сказать, привержены и преданы вашей компании, помогают. Одни категории людей должны креативны, они должны думать, второй категория людей должны это предоставлять, производить. Если только креативные люди есть, но нету тех, кто могут это производить, это дело очень плохо. Потому что одни креативные люди вместе работать им тяжело. Я в своих бизнесах это заметил. Почему? Это дает одну идею, того дает вторую идею, третий дает такую идею. Все эти идеи требуют затраты. Поэтому нужен еще другой, который это все систематично, последовательно понимает и реализует. Я надеюсь, что вы меня поняли. Есть миллиарды людей, миллионы людей с разными идеями. И все эти идеи порой не нужны. Поэтому креативность это умение видеть то, что другой не видит. Поэтому в команде должен быть и то, как у вас левый, правый. Поняли меня, да? И плюсы и минусы. Должно быть и то, и то. Например, я креативный человек. Я могу на пустом месте видеть деньги, в пустом месте видеть, что делать. Но я не вижу подводные камни. Поэтому я делал много ошибок, поэтому я много страдал. Поэтому я очень доверчивый. Многим людям начал работать, не понимая
истинных ценностей и так далее. Это все привело к большими ошибками, большими потерями. Но когда у меня рядом появился человек, который, у него мышление другое, то есть прикладная математика, архитектурное мышление, то есть он последовательно мыслит. Иногда его задача меня остановить. Я всегда свою команду говорю, ваша задача только один, остановите меня. И все. То есть в машине нужно и газ, и тормоз. Здесь то же самое. Если вы меня просите, как оценить эту креативность, это, я бы назвал это по степени последовательность, по степени умения своевременно, правильно использовать. Надо знать, где нажать на газ, надо знать, где нажать на тормоз. Я, используя свою креативность и так далее, в 2008 годах кучу долги себе накопил. Потому что не был человек, который меня остановил бы. Теперь, когда появился у меня человек, который помогает и то делать, тогда мне легче стало. Сейчас у нас все делает команда. Команда делает. Поэтому я бы назвал, что успех зависит от умения, как вы правильно используете креативность свою команду и вообще интеллект свою команду. Не физически, то есть вы получаете плоды не от результата физического труда своей команды, то есть отвези, привези, поставь, убирай и так далее. Вы умеете получать плоды от умственный труд свою команды. Что это означает? Это означает, что насколько ваши люди могут себя реализовать внутри вашей компании. Насколько они могут принести и усилить ценности вашей компании. Вот от этого зависит ваша креативность. Если в команде есть креативные люди, но их креативность никто в руководство не слушает, или не внедряет, или неправильно внедряет, это приведет к повышению долгах и так далее, обязательства, одним этим не обойдетесь. Я оцениваю этого, когда в компании это все гармонично, последовательно используется. Вот как я оцениваю в компании своих учеников и у себя. Дорогие мои, если вы видите какую-то пользу, берите пользу и используйте. Не спорьте между собой. От этого вам ничего лучше не станет. Не хайте друг друга, не критикуйте друг друга. Если у вас есть лучшее мнение, просто рекомендуйте, потому что это очень хорошо помогает. Комментируйте, позволяйте друг другу, поблагодарите. От этого будет больше пользы. Хорошо? Желаю вам успехов.